Знаменательными датами в истории не только России, но и всего мира наполнен месяц ноябрь. Отмечается падение своеобразного символа коммунистической идеологии и железного занавеса Берлинской стены. Тысячи семей смогли беспрепятственно увидеть своих родственников, друзей и близких, или, если еще проще, свободно перейти на другую сторону улицы такого разного Берлина. В послевоенные годы страны-победительницы обеспечивали безопасность и надзор над Германией, в связи с чем страна была разделена на западную и восточную части, ФРГ и ГДР соответственно. Советский Союз всеми силами стремился добиться благосклонности жителей созданной демократической республики, вкладывал средства, силы и возможности на развитие и ассимиляцию социалистических взглядов. Однако к концу 20 века бегство жителей ГДР на запад усилилось, и этому не воспрепятствовали ни те же самые усилия, ни даже укрепленные сооружения – стены, рвы, вышки в Берлине. Впоследствии вооруженные силы, базировавшиеся в ГДР после войны и обеспечивающие ее безопасность, получили приказ о выводе. Съемочная группа Канашской студии телевидения съездила в Москву на встречу с последним начальником штаба группы советских войск Германии Антоном Владимировичем Терентьевым. Разрушение Берлинской стены – это был последующий акт после принятия принципиального решения об объединении Германии. Это как следствие. Это не причина каких-то действий, а как следствие. При этом необходимо заметить, что объединению Германии максимально содействовал Советский Союз и Российская Федерация. Максимально. Не секрет, что даже некоторые западные страны не поддерживали объединение Германии. Это лишь немногое часть из более чем часового интервью с начальником штаба. Парадокс. Многие данные до сих пор засекречены, однако на некоторые сведения все же удалось пролить свет. Отношения гражданских немцев, причины и последствия вывода войск, расширение НАТО на восток, политическая обстановка в 90-е и в нынешнее время, со слов начальника штаба советских войск Германии, генерала-полковника Антона Терентьева. Эксклюзивно смотрите только в эфирах Канашской студии телевидения.